Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы имеет полувековую историю и традиции. Университет был образован в 1967 году. За эти годы вуз стал лидером педагогического образования, крупнейшим научным и социокультурным центром Башкортостана. С ноября 2018 года университет возглавляет Салават Талгатович Сагитов. На сегодняшний день по различным направлениям в вузе обучаются более 25 тысяч студентов. Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития педагогического образования России. Одновременно с педагогическим профилем в Акмуллинском университете готовят переводчиков, дизайнеров, тьюторов и дефектологов, IT-специалистов и инженеров, биологов, генетиков и экологов. Кроме этого, ведется подготовка по новым компетенциям. Вуз готовит менторов, игромастеров и социальных предпринимателей. Активно развивается научное направление. Разрабатываются инновационные проекты в сфере фундаментальной и прикладной биологии, в областях альгологии, генетики, нанотехнологий, математики, астрофизики, психологии, филологии и педагогики. Ученые университета регулярно становятся обладателями грантов на научные исследования. Осенью 2019 года руководство Башкортостана поддержало предложение вуза о создании на базе БГПУ научно-образовательного центра современных математических исследований. На базе университета действует федеральная площадка по углубленному изучению истории и культуры ислама. БГПУ включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Совместные сетевые проекты и взаимодействие со странами набирают обороты. В состав УШОС входят десятки вузов России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Студенты, обучающиеся по программе университета ШОС, имеют возможность продолжить образование в иностранном вузе-партнере и получить 2 диплома. Сегодня в университете обучаются студенты из разных стран – Колумбии, Китая, Турции, Пакистана, Сенегала, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других. Акмуллинский университет – опорный вуз России по продвижению русского языка в страны ШОС по программе «Послы русского языка в мире». Налажено активное сотрудничество с Республиканской общественной культурно-просветительской организацией «Альянс Франсес». Волонтерский центр является одним из лучших в республике. Его деятельность имеет широкий спектр направлений – от событий международного уровня до стройотрядов и поискового движения. В вузе уже много лет действует Республиканский центр подготовки вожатых «Перспектива». За отличную учебу и за достижения в науке, общественной жизни и спорте студенты получают именные стипендии. В университете созданы все условия для творческого развития студентов. С будущими молодыми специалистами и учителями работают профессионалы своего ремесла. Наши начинающие артисты выступают на лучших площадках республики, страны и мира. Творческие коллективы Акмуллинского университета успели покорить сердца не только зрителей Башкортостана, но и зарубежья. А спектакль Народного театра «Корос» посетил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Наши студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных форумов и фестивалей. Работает физкультурно-образовательный центр «Аванте». Это современная, хорошо оснащенная база для практики и различных мероприятий. Гордость университета – спортивно-оздоровительный комплекс с большим бассейном, тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческий городок БГПУ является одним из лучших в республике. Здесь же расположен санаторий-профилакторий. До встречи в Акмуллинском университете! Доброе утро, дорогие абитуриенты, школьники, родители и учителя. Мы рады приветствовать вас на Дне открытых дверей Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Меня зовут Илюшина Наталья Степановна, я начальник управления рекрутинга и карьерного развития. И сегодня я вас познакомлю с Акмуллинским университетом. Но для начала я бы хотела предоставить слово первому проректору нашего университета Мустаеву Алмазу Флюровичу. Добрый день, мы рады всех вас видеть. Надеемся тоже, что вы будете подключаться и аудитория наша будет увеличиваться. В течение дня мы проведем это мероприятие и
оно будет выложено на YouTube-канале, и также мы сделаем рассылку по школьникам, по школам, по районам. Сегодня мы проводим День открытых дверей и преследуем несколько целей. Во-первых, я бы хотел здесь поприветствовать всех наших учащихся психолого-педагогических классов, которые в этом году созданы по инициативе министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова. У нас таких школ 14, психолого-педагогических классов 17 и ребят 360. Здесь какую цель мы преследуем? Конечно, прежде всего, это рассказать про педагогическую профессию, по профессии учителя, причем учителя будущего, который будет работать в системе образования с учетом как раз вашего возраста, с учетом даже десятилетнего формата событий. Учитель 20-30, такая модель обсуждается. Поэтому наша задача рассказать вам об университете, о интересных проектах в системе образования, показать интересных людей и сделать максимально интересным вот в течение учебного года те события, которые мы запланировали. Я коротко о них скажу, а более подробно мы обязательно посвятим этому отдельную встречу и сделаем рассылку, потому что те, кто не зарегистрировался, пожалуйста, зайдите на сайт, есть баннер «День открытых дверей», там есть возможность зарегистрироваться для того, чтобы мы могли вас приглашать в университет, осуществлять рассылку и привлекать вас к интересным мероприятиям в университете. Наша задача не только связана с тем, чтобы вы выбрали педагогическую профессию, но еще раз максимально интересно провели вот этот учебный год. Будут различные активности. Прежде всего, я бы хотел обратить ваше внимание на Акмулинскую олимпиаду. Вот одна из целей нашего разговора – рассказать об этой Акмулинской олимпиаде. В этом году она впервые получила статус Министерства просвещения, то есть в федеральный перечень она попала. Это означает, что лауреаты, победители олимпиады будут иметь дополнительные баллы при поступлении в вуз. Не только наши педагогические вузы Республики Башкортостан, и московские вузы в том числе. Поэтому, на мой взгляд, есть определенная возможность, надо просто всем участвовать. У нас до 15 января есть возможность зарегистрироваться и пройти тестирование. Дальше будет для тех, кто хорошо выполнит, очень интересная программа очное участие в педуниверситете. Мы вас будем приглашать. Следующий этап. Ну и еще раз говорю, у вас в портфолио появятся вот эти дополнительные баллы. Они очень важны для тех, кто будет поступать. Еще я бы хотел сказать, что мы обязательно проведем хорошее мероприятие, интересное на базе университетского технопарка, который сейчас в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на базе нашего университета формируется, на базе других педуниверситетов тоже. Это современные площадки, где вы сможете и окунуться, например, в мир робототехники, почувствовать себя в составе интересных проектных команд, поиграть и почувствовать себя исследователем. Наши психолого-педагогические классы, здесь также присутствуют будущие выпускники нашего колледжа, других колледжей республики. Ориентируемся на вас тоже. И, конечно, я приветствую тех ребят, которые сейчас вместе с нами будут готовиться к целевому набору в педагогический университет. Это тоже большое дело. И для вас тоже будет организовано персональное сопровождение для того, чтобы помочь вам определиться. У нас 1 февраля, вы помните, нужно выбрать ЕГЭ. И здесь мы тоже будем вас консультировать. Еще раз, уважаемые родители, абитуриенты, мы, конечно, преследуем цели, чтобы вы выбрали педагогическую профессию, она очень востребована. Но в том числе все эти знания необходимы для того, чтобы абитуриенты могли поступить в любой вуз страны, потому что правила одинаковые. Поэтому в такой работе вы только выиграете. Кроме того, мы планируем встречу с интересными нашими выпускниками, студентами. С одним из них вы познакомитесь, с Вильданом Фазальяновичем Исенгильдиным. Это наш молодой руководитель,
кстати, это тоже вот те перспективы, которые дает педагогическое образование, педагогический университет. А буквально на днях ему вручал, значит, Кириенко, заместитель руководителя, главы администрации президента Российской Федерации, очень высокую награду. Он признан у нас молодежным лидером от Республики Башкортостан. И обязательно для вас мы организуем весной такую проектную сессию интересную, где вы сможете участвовать в конкурсе проектных инициатив, проявить себя как лидеры, как люди, которые могут дать интересные проекты в разной сфере. Я это говорю не только для 11-классников, и для 10 классов, для 9 классов, которые у нас здесь находятся. И я думаю, что нам также нужно будет организовать сопровождение подготовки к КГ, к ЕГЭ, потому что 9 класс есть, 11 класс есть. По крайней мере, на базе вуза мы проведем такие лагеря, которые позволят наиболее трудные разделы по предметам организовать. Вот вкратце те мероприятия, которые нас ожидают, я не буду много отнимать у вас времени. И я бы очень хотел, чтобы, вот еще раз, уважаемые родители, ребята, мы просим вас регистрироваться не для того, чтобы, значит, как-то злоупотреблять вашим временем, вниманием, просто мы хотим, чтобы информацию, которую мы считаем будет полезной, уходила персонально к вам. Кроме того, я прошу вот и в чате, и на те контакты, о которых Наталья Степановна расскажет, обратную связь нам давать, что бы вы хотели и какие у вас есть затруднения, проблемы и так далее. Поскольку вот я считаю, что мы максимально должны, по крайней мере, попробовать все эти вопросы с вами решить. Еще раз спасибо за внимание. Пользуясь случаем, я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Он не за горами, и я хочу пожелать всем здоровья, а тем, кто выберет педагогическую профессию, я желаю удачи, всем желаю здоровья, и в любом случае надеюсь, что вот наша совместная работа принесет вам не только какие-то полезные знания, опыт, но вы получите удовольствие, и мы сделаем для вас интересную программу. Спасибо. Спасибо большое, Алмаз Флёрович. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Можно задавать свои вопросы, которые касаются поступления или обучения. В конце, после того, как я расскажу все, что я хотела вам рассказать, и мы встретимся с Вильданом Фазлыяновичем, я отвечу на все ваши вопросы, в том числе на те, которые поступили в ходе регистрации. Их более 100. Я постараюсь подробно ответить на все. Не пугайтесь, что их 100, а я их сгруппировала по смыслу, и поэтому мы пройдемся по всем темам, которые вас интересуют. А сейчас я бы хотела более подробно рассказать вам именно о целевом обучении, что это такое, как его получить и что с этим делать. Можно презентацию вывести на экран. Ну, для начала я хотела бы рассказать о структуре нашего университета. Он у нас достаточно большой, в том числе включает колледж. У нас есть свой колледж, который готовит не только педагогов будущих, там есть и программисты, есть специалисты гостиничного сервиса, туризма, очень достаточно большой спектр специальностей, которые там реализуются. И также у нас есть крупные институты и факультеты, которые чуть-чуть поменьше по численности студентов. Первый институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования как раз-таки готовит у нас специалистов, которые знают историю, обществознание, изучают юридические дисциплины. И также там ведется подготовка документоведов, специалистов библиотечной информационной сферы. Ну, институт педагогики здесь, наверное, более понятно. Они готовят у нас будущих воспитателей, логопедов, учителей начальных классов, специалистов в сфере социальной, в том числе педагогов-психологов с социальным уклоном. Есть также у нас очень большой и один из самых таких старых институтов. Это Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Конечно, они готовят в первую очередь учителей физики, математики, информатики, но также там есть инженерные специальности, которые готовят программистов, айтишников, специалистов по нанотехнологиям и инженеров, которые очень хорошо владеют физикой и математикой.
Следующий институт – это Институт физической культуры и здоровья человека. Здесь, конечно, мы готовим тренеров, учителей физкультуры и специалистов для системы спорта. Здесь ведется работа с детьми с ОВЗ, инвалидами. И кого интересует эта сфера, стоит присмотреться. И следующий крупный, очень популярный у нас институт – Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций, который готовит специалистов по языкам, переводчиков. Здесь изучаются такие языки, как английский, немецкий, французский и очень-очень большой спектр языков, которые уже изучаются дополнительно на различных курсах. Ну и факультеты, они немножечко у нас поменьше по перечню специальностей, которые на них реализуются. Это художественно-графический факультет. Здесь основные 3 направления, конечно же, готовят учителей рисования, готовят педагогов дополнительного образования, которые работают в творческом направлении, и дизайнеры. Здесь я хочу отметить, что впервые вот в этом наборе у нас будет 10 бюджетных мест на специальность дизайн. Поэтому все, кто очень долго этого ждал, приглашаем к выступлению. Следующий факультет, естественно, географический факультет. Он готовит у нас учителей биологии, географии, химии. И также здесь у нас есть непедагогические такие специальности. Это биолог, которые, там несколько у них есть профилей. Это генетика и биоэкология. Также у нас есть факультет башкирской филологии. Здесь, конечно, мы готовим уже специалистов по родному языку. Также дополнительно почти все, кто изучает башкирский язык, у нас получают 2-ю специальность. Это либо связано с начальным дошкольным образованием, с изучением 2-го языка, китайский язык. Также на этом факультете изучается арабский, турецкий. И факультет психологии, здесь все более-менее понятно. Здесь готовятся психологи и педагоги-психологи для различных сфер, различных возрастов, начиная с детской психологии и заканчивая психологией управления. Теперь то, что касается новых специальностей. Здесь они не все, но я выделила те интересные, которые могут вам понравиться. В первую очередь, как я уже говорила, дизайн. Здесь новый профиль мы открываем, компьютерная графика и анимация. 1-й год набора. Поэтому тоже рекомендую ознакомиться с этой специальностью. Возможно, кто-то о ней долго мечтал. И был вопрос, кстати, про эту специальность. Следующее тоже новое у нас направление – прикладная информатика в здравоохранении. Она инженерная. Здесь мы готовим айтишников, которые будут работать в больницах, в системе образования и обслуживать программные комплексы. Дальше наноэлектроника микроструктур – это инженер-нанотехнолог, который очень знает хорошо физику, математику и может работать, в принципе, на заводах. Следующее тоже не было у нас, был перерыв в реализации этой специальности – социальная защита и социальное обслуживание семей и детей. Это, по сути, социальный работник, который помогает людям, работает с семьями, с трудными семьями и какими-то, возможно, с детьми, которые попали в различные сложные ситуации. Еще одно новое направление – педагог дополнительного образования, это заочная программа. Здесь будет именно подготовка педагогов для сферы туризма и, естественно, научной направленности. Кто работает или хочет работать в этой сфере, тоже достаточно интересное новое направление, 1-й год набора. Также давно у нас 2 года был перерыв, нам дали бюджет на специалитет. Это профиль психолого-педагогической коррекции и реабилитация лиц с девиантным поведением. Здесь будет квалификация психолог по окончанию. И в чем плюс? Это специалитет, как вы знаете, есть бакалавриат, есть специалитет. После специалитета уже вы можете не ходить учиться в магистратуру. Следующие 2 интересных направления, которые тоже так достаточно популярные, которые изучают первым профилем родной башкирский язык и уже 2-м профилем изучают какую-то другую специализацию, например, вот китайский язык. И новая специализация – это дошкольная логопедия. Здесь будет 5-летний бакалавриат эти программы. За счет этого вы получаете за 5 лет 2 профиля. У вас так и будет написано в дипломе. Вы сможете работать по обоим профилям. Они равноценны по объему подготовки. Следующий я хотела бы момент озвучить и рассказать, как пользоваться нашим сайтом. Конечно, когда вы будете поступать, здесь будут другие баннеры висеть, и кнопочек будет немножко побольше. Но всегда, если вам нужна какая-то информация, и вы не знаете, не можете позвонить или где-то посмотреть, всегда заходите на официальный сайт
и ищем такую кнопку «Абитуриенту». Когда вы на нее нажмете, то вы попадете на сайт приемной комиссии. И здесь все разложено максимально логично, просто нужно знать, что вы хотите и куда вы хотите поступить. Скорее всего, вы, конечно, хотите в основном поступить в бакалавриат, поэтому вам нужно будет выбрать кнопку «Бакалавриат». И обратите внимание на нижнюю строчку, здесь есть такие кнопочки, которые более подробно раскрывают темы, которые тоже многих абитуриентов касаются, например, вопросы целевого обучения. Особая квота – это как раз-таки тоже был такой вопрос. Для тех, кто хочет поступить по особой квоте, это у нас бывают инвалиды, сироты. И также платное обучение. Там появится информация, как только будут утверждены приказы по стоимости обучения. Для ориентира сейчас там висят у нас приказы прошлого года, поэтому можете посмотреть примерно, сколько стоило. Ну и также есть кнопка для иностранных абитуриентов, но я думаю, что их сегодня с нами здесь нет. Следующее. Когда вы выберете нужный уровень вам образования, нужно будет пролистать страницу до самого низа. И в самом низу будут размещены именно документы, которые можно скачать, оставить для себя в пользование и уже в любой момент иметь доступ к нужной информации. Самый важный документ, конечно же, это правило приема, но он очень большой. И там рассказываются описываются все нюансы именно правил приема этого года. Но, наверное, для начала вам стоит ознакомиться с документом «Количество мест для приема на обучение». Это как раз-таки то, что вас больше всего интересует. Какие специальности реализуются, какие профили. И сколько бюджетных мест и внебюджетных мест на них запланировано, и какие экзамены нужно будет сдать при поступлении. С этого года я обращаю внимание тех, кто поступает после школы, и тех, кто поступает после колледжа. Есть теперь разница. Школьники, они поступают по ЕГЭ и сдают школьные предметы, например, математика, информатика, русский. Те, кто поступают на базе колледжа, неважно, когда вы закончили колледж, у вас с этого года будут профильные экзамены. Например, обратите внимание вот на слайде, выпускники колледжа будут сдавать физику и электронику. Второй экзамен будет «Основы математики и программирования». И русский язык, он как и у школьников, как и у выпускников колледжей, одинаковые. Здесь сразу хочу немножко успокоить, не пугайтесь таких названий, это основы этих предметов, то есть у вас там не будет сильно специфических таких вопросов, которые изучаются на 5-м курсе университета. Это основы этих предметов. Все программы вступительных испытаний уже размещены на сайте, можно начать готовиться, посмотреть, какую литературу уже нужно изучить, какие примерные вопросы будут. И также ближе уже к периоду поступления будут проведены консультации онлайн, где можно будет тоже посмотреть советы тех преподавателей, которые эти экзамены будут проверять, и задать им свои вопросы. Но это будет уже в июне. Приемная комиссия ежегодно, в принципе, стартует в 20-х числах июня. Бывают немножко плюс-минус, но на 22-й год приема мы начинаем приемную комиссию 20 июня, поэтому время еще есть, можно подготовиться. Теперь на что бы я хотела обратить внимание школьников. С этого года тоже новое правило такой приема, да? Вы имеете право выбрать ЕГЭ. Один экзамен осуществляется 2 предметами. Например, вот написано «Информатика, информационно-коммуникационные технологии, запятая физика», и написано «по выбору». Вы имеете право представить результаты ЕГЭ и по информатике, и по физике. Будет учитываться максимальный. И если у вас какого-то из этих экзаменов нет, тоже не беда, главное, чтобы был хотя бы один. И также мой совет, так как вы уже до 1 февраля должны будете определиться с перечнем ЕГЭ, вам сейчас нужно посмотреть, какие вузы вы выбрали, какие специальности вам нравятся, и, исходя из вот этой вот таблички, выбрать те ЕГЭ, которые нужны будут для поступления. Мой, конечно, совет такой универсальный, наверное, для всех выпускников школ. Если вы хотите поступить в университет, но пока не определились еще со специальностью, то вам точно нужно сдать математику профильного уровня, она почти на всех специальностях требуется, и обществознание. Это 2 главных ЕГЭ, которые учитываются при поступлении в вузах.
Но русский язык вы и так будете сдавать обязательно. И здесь тоже главный момент. Уважаемые школьники, родители, учителя, обратите внимание, при поступлении в университеты нужна математика только профильного уровня. Это вот ошибка многих абитуриентов, которые потом уже в ходе приемной кампании разочаровываются и не могут подать документы в университет, и приходится идти в колледж, когда, возможно, хотелось именно учиться в университете. Здесь обратите внимание, в таблице идет разбивка по формам обучения. Существует очная форма обучения, это как более привычная, когда вы каждый день практически ходите на учебу и встречаетесь в университете с вашими преподавателями. Есть очно-заочная форма обучения, здесь зависит от факультета. Бывает формат, который приближен к заочному обучению, и бывает вариант вечернего обучения, когда вы, например, все занятия начинаются после 3 или 4 часов. Здесь все зависит от факультета, здесь не могу сказать сейчас сразу. И есть заочная форма обучения, когда вы приезжаете на сессию 2-3 раза в год, в основном 2, и уже занимаетесь здесь, в аудиториях, в этот период небольшой, и сдаете зачеты и экзамены. В основном этот формат, конечно, удобен для тех, кто имеет уже образование среднее профессиональное, тех, кто уже где-то работает, им удобен такой формат для обучения. Здесь вот я как раз-таки тоже хотела еще раз объяснить про то, как работает выбор ЕГЭ. Вот 2 экзамена у вас обязательные, в данном примере там математика и русский. И 1 экзамен вы имеете предоставить результаты 2 вариантов. Здесь, кстати, сразу хотела бы еще сказать, что бывают такие специальности, например, творческие, либо какие-то специфичные, где не будет такого права выбора. У вас будет 2 экзамена и 1 экзамен творческой направленности. Например, те, кто поступают в логопеда, у них будет отборочный тур. Они там будут читать стихи и проверять свою дикцию. Например, те, кто поступает на дизайн, там будет экзамен рисунок. То есть не будет права выбора, у вас будет 1 экзамен творческой направленности, который вы сдаете в университете. Это тоже можете посмотреть в этой табличке, она достаточно большая, там все расписано и описано. Если у вас останутся вопросы, в конце я скажу контакты, куда можно будет позвонить, написать и уточнить. Следующий нюанс, то, что я говорила, программа вступительных испытаний. В зависимости от того, какой уровень образования вы выбрали, колледж, бакалавриат или магистратуру, вы его выбираете на сайте приемной комиссии, пролистываете страничку в самый низ, где размещены документы, и там будут вот такого формата документы, где подписано, что это программа вступительного испытания и какой предмет. В некоторых случаях прям указаны шифры, чтобы вы не запутались, какая специальность, чтобы вы точно правильно выбрали нужную программу. И уже сейчас можно начинать готовиться. Следующий очень важный момент. Многие тоже спрашивают, какие проходные баллы и какие ЕГЭ нужно, на какие баллы сдать ЕГЭ, чтобы точно поступить. Здесь такой нюанс. Во-первых, проходной балл – это мы его узнаем только в конце приемной комиссии, потому что проходные баллы – это как раз-таки самый минимальный балл по сумме 3 экзаменов самого последнего зачисленного человека. То есть зачисление пока у нас не произошло, проходные баллы мы не узнаем. Но можно пользоваться проходными баллами прошлого года. Они тоже на сайте размещены, можно сориентироваться. Но здесь все зависит от того, как вы сами, школьники, сдадите экзамены. Если все очень хорошо сдадите на очень высокие баллы, соответственно, можно предполагать, что проходные баллы будут высокие. Но есть очень важный пункт и показатель. Он сейчас для вас более важен, для ориентира. В каждом университете есть понятие минимальные баллы ЕГЭ. Это означает, что если ваш результат по экзамену будет ниже вот этой цифры, вы просто не сможете подать документы в университет. Например, если вы русский не сдадите на 40 баллов, а сдадите на 38, то, в принципе, почти все вузы для вас будут закрыты, потому что русский язык нужен при поступлении на все специальности. Если вы вдруг сдали математику ниже 39, значит, вам нужно найти ту специальность, где не предусмотрен этот экзамен по математике. Такие варианты возможны, но обычно, если указана не математика, то учитывается обществознание. Здесь все нужно смотреть уже сейчас, чтобы не промахнуться с выбором и в период приема не разочароваться. Есть также, как я говорила, вот дополнительные вступительные экзамены творческой и профессиональной направленности. Здесь проходные баллы начинаются у нас с 50. То
то есть более 50 и более нужно набрать. И для тех, кто поступает на базе колледжа, у них по любому из экзаменов нужно будет набрать не менее 40 баллов. Эти таблички тоже доступны на сайте, можете пользоваться. Презентация тоже будет размещена у нас на сайте. Можно будет скачать и себе оставить. А теперь следующий, тоже много было вопросов, как можно улучшить свое положение, да, получить дополнительные баллы. Есть такое понятие индивидуальные достижения. Они могут давать вам от 2 до 10 баллов. Не очень большой перечень этих индивидуальных достижений, но у каждого вуза он свой, нужно проверять. Что можно сейчас уже сделать для того, чтобы у вас была возможность предъявить свои дополнительные индивидуальные достижения и получить вот эти дополнительные баллы? Здесь я тоже хочу сразу предупредить, уже сейчас можно над этим работать, потому что когда вы поступаете, буквально 1 балл может решить вашу судьбу, пройдете вы или не пройдете. Поэтому мой вам совет максимально по индивидуальным достижениям отработать уже сейчас, чтобы не было потом грустно, когда вы подаете документы. Ну, здесь тоже есть некоторые нововведения, они положительные в вашу пользу. Например, с этого года можно учитывать и начислять дополнительные баллы за ГТО не только золотого уровня, но и серебряного и бронзового. Поэтому, если еще успеете, можете досдать ГТО. Здесь 2 балла начисления. Дальше, для тех, кто занимается спортом на более таком профессиональном уровне и имеют спортивные достижения, здесь тоже у нас в правилах приема в документе нужно вам будет посмотреть, какой уровень, сколько баллов дает. Есть также на сайте отдельный документ, так называется индивидуальные достижения. До 10 баллов можно получить. Если вы закончите школу или колледж с отличием, вам будет начислено дополнительно 5 баллов. Тоже еще есть время исправить свои оценки и получить свои 5. Дальше волонтерская деятельность. 2-й год мы ее учитываем. Мы немножко ввели корректировки. И здесь тоже в вашу пользу сделали правила приема. Уменьшили количество часов, которые нужно набрать для того, чтобы получить баллы. Баллы можно получить за каждый год по 1 баллу. За 4 последних года мы можем взять ваши результаты волонтерской деятельности. Дальше тем, кто очень активно участвует в различных олимпиадах, будет интересен пункт. Диплом победителя олимпиады школьников, которые входят в перечень Министерства просвещения, может вам дать как раз-таки те самые заветные 10 баллов. И здесь тоже хочу обратить внимание, что наша Акмолинская олимпиада как раз-таки входит в этот перечень. Я тоже об этом более подробно чуть попозже расскажу. Ну, следующая, конечно, самая крупная олимпиада – это Всероссийская олимпиада школьников. Здесь вы можете получить, если вы стали победителем или призером заключительного этапа, это 10 баллов. Если вы региональный этап преодолели с такими хорошими результатами, то 5 баллов. Также здесь хотела еще прояснить, что у нас в республике ведется такая межрегиональная олимпиада школьников по башкирскому языку. Она тоже входит в перечень Министерства просвещения. Здесь у нас она дает право для поступления на Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций и факультет башкирской филологии. Она дает право на зачисление 10 баллов, на другие факультеты и институты 5 баллов. Также традиционно мы учитываем результаты Обилимпикса, это будет 5 баллов, и конкурс «Большая перемена» тоже 3 и 5 баллов можно получить. И теперь давайте перейдем к целевому обучению. Все, наверное, слышали, многих это интересует. Это такая классная тема, которая может помочь вам при поступлении и, в принципе, вообще с самореализацией, с карьерным ростом. Целевое обучение – это такой вид обучения, когда какой-то организации нужны кадры, она их сама подбирает, заключает с ними договор о целевом обучении и ждет, когда этот кадр сам закончит, получит профессию и придет к ней работать. Что нужно сделать, чтобы стать целевиком? Для начала нужно найти именно того, кто называется заказчиком. Если мы смотрим систему образования, заказчиком может выступить сама школа, сама какая-то образовательная организация, или можно обратиться в отдел образования района либо города, в котором вы живете. Поэтому перечень организаций достаточно большой. Единственный нюанс, что эта организация должна быть бюджетная, то есть государственная бюджетная организация. Дальше вы должны подписать договор, он типовой, его менять нельзя.
только указываются те нюансы, которые можно уточнить. На нашем сайте во вкладке «Целевое обучение», о которой я уже говорила, все шаблоны документов, шаблоны заполнения есть, уже можно этим вопросом тоже заняться. В договоре бывает 3 стороны. Это абитуриент, он называется гражданин в договоре. Заказчик – это та организация, которой нужны кадры. И есть еще такое понятие работодателя. Заказчик и работодатель могут совпадать. Например, если школа дает вам договор и сама потом вас трудоустроит в эту же школу, то она и заказчиком является, и работодателем. Может быть, что, например, заказчиком выступает отдел образования, но трудоустраиваться вы будете в какую-то конкретную школу. Здесь это уже будет решать заказчик. Следующее, что вам в целевом обучении нужно знать, то, что вы поступаете на бюджетное место со всеми правами, мерами поддержки. И еще главный плюс – это гарантия трудоустройства на 3 года. То есть ваш работодатель обязуется, что не уволит вас в течение 3 лет минимум. Дальше, после этого срока, вы уже сами решаете, хотите вы там остаться или нет, или будете искать там новую работу. Поступление по целевому обучению идет на отдельно специально выделенные места. Обычно выделяется от 10 до 20% бюджетных мест именно на целевое обучение. Если никто из целевиков не пришел на эту специальность, места просто уходят в общий конкурс, они никуда не отдаются, не ликвидируются. Целевики поступают тоже по конкурсу. Например, если будет 2 целевых места, но придет 5 или 10 человек с целевыми договорами, то между вами тоже будет конкурс. А если на 2 места пришло всего лишь вас 2, то, конечно, вы поступаете, если преодолели минимальные пороговые вот эти значения по ЕГЭ. Здесь тоже такой небольшой нюанс, что если вы вдруг несовершеннолетний, то вы не имеете права пока заключать договор. За вас это могут сделать ваши родители или представители. Ни за что платить не нужно будет. Как я уже говорила, вы бюджетные обычные студенты, учитесь как все в обычных группах, со всеми теми же правами. И ваша организация, заказчик и работодатель тоже никому ничего платить за обучение не будет. Это выделены бюджетные места. Следующий нюанс. Ваш заказчик обязан будет вам предоставлять какие-то меры поддержки. Обычно это бывает либо какая-то выплата сколько-то раз в год, это может быть компенсация проезда, компенсация проживания, выделение вам констоваров на какую-то сумму. Ну, то есть это решает сам заказчик, но точно что-то у вас будет от него в материальном эквиваленте. И, как уже говорил, конечно, заказчик обязывается вас трудоустроить. Но вы тоже будете обязаны, вы должны будете обязательно освоить образовательную программу, то есть нельзя будет отчислиться. Если вы отчислитесь, то вы нарушите договор, и к вам уже будут применяться санкции немножко другие. Но тоже, если заказчик не выполнит свои обязательства, к нему тоже будут применяться санкции. Поэтому очень внимательно, когда будете брать целевое обучение, почитайте договор, изучите все нюансы и себе свой экземпляр тоже оставляйте, не выкидывайте. Некоторые у нас приходят, не могут найти свои договоры, что они там обещали, кому обещали. Приходится вот искать у заказчиков. Ну и как тоже ваше обязательство отработать 3 года у вашего заказчика. Поэтому очень внимательно выбирайте организацию, вам там потом в ней работать. И теперь те как раз-таки преимущества, которые дает вам целевое обучение. Как я уже сказала, это отдельные места, отдельный конкурс, соответственно, у вас будет больше шансов на поступление, даже если у вас ЕГЭ не очень большие. Еще первый плюс – вы будете самыми первыми зачислены в университет, потому что все квотники зачисляются первой волной. Даже раньше обычных бюджетников, которые как бы в общем конкурсе будут. И здесь тоже я хотела бы обратить ваше внимание. Уже вот 2-й год при зачислении, вы раньше знали, что было 2 волны зачисления. Теперь осталась 1. То есть вот первые зачисляются сейчас квотники, это целевики, инвалиды, сироты, и потом все остальные бюджетники. То есть не будет шанса подумать, передумать. У вас, как у целевика, если вы не прошли по целевому конкурсу, вы сможете перекинуть документы на общий конкурс. Поэтому у вас здесь тоже есть преимущество в плане такого, как сказать, подушки безопасности в период поступления. Но следующий плюс, конечно, у вас будут какие-то меры поддержки, какие-то такие плюшки от вашего работодателя или заказчика, ну и гарантия рабочего места, что, в принципе, в современной ситуации очень даже важно и, наверное, тоже большой плюс. И следующий момент.
Это Акмулинская олимпиада. Ребята, если появились вопросы по первому блоку, их уже можно задавать в комментариях. После того, как я закончу свое выступление про олимпиаду, я постараюсь тоже на них сразу ответить. Следующее, то, что вот как раз-таки говорил наш первый проректор, Акмулинская олимпиада у нас в этом году вошла в перечень олимпиад Министерства просвещения, и она дает совершенно уже новые права и новый статус этой олимпиады. Если вы победителем являетесь или призером Акмулинской олимпиады, в наш университет при поступлении в педуниверситет вам будет начислено 10 баллов. Мы вот посмотрели по другим вузам, например, такие как УГАТУ, БГУ, ГНТУ, они тоже учитывают результаты этой олимпиады и дают немножко другие баллы. И многие вузы российские по всей стране тоже учитывают эту олимпиаду, и можно этим тоже воспользоваться. Поэтому обратите внимание, олимпиада, первый тур она будет онлайн, второй будем надеяться, что мы с вами встретимся очно. Но пока не знаем. Так, на экране сейчас те предметы. Был, кстати, такой вопрос при регистрации, какие предметы есть в Акмулинской олимпиаде. Очень большой перечень предметов, но обратите внимание, что если вы хотите, чтобы диплом олимпиады вам давал права на российские и другие вузы, то обратите на те предметы, где выделено жирным и стоит звездочка. Это как раз-таки те предметы. И обратите внимание на линейку классов, с которого можно участвовать в олимпиаде. Студенты колледжа тоже также могут принимать участие в этой олимпиаде и тоже будут иметь те же права, что и победители, которые учатся в школе. Следующее, обратите внимание на сроки. До 15 января у нас идет отборочный тур. Это заочный этап. Нужно будет зайти на сайт олимпиады, Акмулинская олимпиада. Прям так можете в поисковике вбивать. Также на сайте нашем появится баннер, с которого можно будет зайти просто и пройти первый тур. Он не очень сложный, не переживайте. Я думаю, что все, кто хорошо учится в школе, с ним справятся. Ну и заключительные мы планируем с 1 февраля по 1 марта. Будут по графику, по предметам встречи на факультетах, и уже мы выберем тех, кто стал победителем. Участие все в олимпиаде полностью бесплатно, ничего никому платить не нужно, все будет полностью за счет университета. Поэтому приглашаем вас принять участие. Ну и следующее, что я хотела бы сказать, уже сразу пригласить, буквально после того, как закончатся зимние каникулы, мы проведем еще одну встречу. Будет День открытых дверей, но уже более обширный. Это будет День открытых дверей для любого абитуриента, где мы уже более подробно будем рассматривать правила приема и нюансы. Я вам открою секреты поступления, лайфхаки расскажу для абитуриентов, что нужно учесть, что нужно смотреть и как это все делать, чтобы было больше шансов поступить. И с вами тоже интересные советы даст психолог наш, который тоже работает с абитуриентами и студентами, чтобы вы были более готовы к этому важному периоду в своей жизни. Ну и также отвечу на вопросы, которые вы сможете задать в прямом эфире, и мы с вами сразу разберем эти самые нюансы. Если у вас есть вопросы, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и уже можно будет сразу сегодня узнать ответы на эти самые вопросы. Здесь как раз наши контакты. Обратите внимание на телефон 287 99 99. В период приемной кампании этот телефон работает как горячая линия, он будет многоканальным. Также у нас есть группа ВКонтакте. Можно туда писать свои вопросы. И, конечно же, в период приемной кампании у нас будет работать форма онлайн, вопросы, которые будут прямо на сайте приемной комиссии. Она тоже сейчас работает, можете туда тоже писать свои вопросы. Наши сотрудники там бдят, следят за вашими вопросами и дают ответы. И также можно, конечно, с соблюдением санитарных норм приехать к нам во второй корпус, 100-й кабинет, это на 1-м этаже. Ну, я думаю, что сейчас можно перейти к знакомству с моим гостем. Как уже Алмаз Флюрович, к сожалению, испортил интригу, он уже представил и назвал твои победы. Я хочу назвать полностью ту номинацию, в которой ты победил. Вильтан Фазлыянович у нас победил в номинации «Молодой лидер года» Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». В связи с этим у меня к тебе вопрос. Как ты этого добился? И
Что бы ты мог посоветовать школьникам и вот будущим абитуриентам, чтобы тоже стать лидером, проявить себя, что уже сейчас они могут сделать, чтобы уже в университете также они могли себя реализовать, участвовать в каких-то проектах и получать гранты, в том числе на очень такие существенные суммы? Расскажи, пожалуйста. Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые абитуриенты, родители, сотрудники школы и так далее. Безумно приятно находиться здесь, традиционно в рамках такого онлайн-дня открытых дверей. Если говорить о той деятельности, которую ведет наше управление проектной деятельностью, то мы непосредственно занимаемся тем, что транслируем и студентам, и школьникам, и преподавателям историю о том, что любая инициатива, которая имеется, любая идея, вытекает из какой-либо социально значимой, образовательной или других проблем, она может найти свое решение, в том числе и с привлечением финансовых средств. То есть непосредственно, если говорить и обращаясь к абитуриентам будущим, то хочется сказать, что в Акмолинском университете ведется довольно-таки серьезная работа по вопросам непосредственно реализации ваших инициатив. Если говорить о той премии, которую вначале обозначили, да, то действительно вот прошла первая такая всероссийская премия «Время молодых». Она направлена на вот именно поощрение деятельности молодежного сообщества, лидеров студенчества, органов исполнительной власти, молодежных форумов и так далее, то вот я с Башкортостана единственный человек, который прошел вообще в целом на финал этой премии. Было безумно приятно получить эту премию из рук непосредственно нашего первого заместителя администрации президента страны Кириенко Сергея Владиленовича. Если говорить о советах, лайфхаках и так далее, то довольно-таки все здесь просто. Главное те инициативы, которые у вас есть, не стесняться никогда о них говорить, поднимать темы своего саморазвития, самореализации и так далее, потому что сегодня можно находиться в системе университета на протяжении 4-6 лет, и бывают такие случаи, когда у студентов и у школьников в том числе есть вот четкое понимание, что я прохожу эту горизонталь, и все, у меня все дороги открыты. Сегодня у нас в быстро меняющемся мире, который постоянно трансформируется, особенно с развитием цифровых технологий и так далее, любому работодателю и в нашей республике, и в России, и в мире в целом важна история, связанная вот именно с теми компетенциями, с тем бэкграундом, который вы приобретаете. Поэтому здесь самое главное совет – это понимание того, что вот у тебя есть 18-35 лет, пока ты находишься в категории молодежь, и чем больше инсайдов, тем больше каких-то компетенций, связанных с восприятием твоего образа как профессионала, то вот важно понять, что все зависит от тебя, самое главное. А твое управление как-то помогает? Вот со школьниками работаете? Мы со школьниками работаем, да. У нас в рамках, вот сейчас если говорить о планах на 2022 год, у нас в рамках нашего традиционного акселератора проектов мы привлекаем и студенческое, и школьное сообщество, когда рассказываем им вот этот образовательный практический блок касаемо того, как это делать, что это такое, как это правильно писать и как это правильно реализовывать. Потому что сегодня в стране есть такой всероссийский конкурс молодежных проектов. Это единственный конкурс, который дает деньги физическим лицам. То есть не НКО, не университет, а прям на твою карточку спокойно приходят деньги, и ты в соответствии с той сметой, которую ты закладываешь, это все делаешь. И, следовательно, управление занимается вот именно вот этим сопровождением, обучением, просвещением. Возник такой интересный вопрос, наверное, будет школьникам интересно. Вот какая самая большая сумма, которую выиграл школьник? Есть какие-то интересные примеры? Да, есть примеры в Башкортостане в целом. Максимальная сумма гранта вот в рамках этого конкурса для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, она 1,5 миллиона. То есть 1,5 миллиона можешь прийти на карточку, на твою идею? Я кстати, сам в этом году стал победителем этого конкурса на фестивале Таврида. Проект наш блок-тур, он стал победителем на сумму 1 миллион 100 тысяч. То есть абсолютно на живой практике, на живых примерах это все делается. Здесь нюанс. Деньги не на вас, деньги на проект. Конечно, на вашу идею. Естественно, в самом начале и готовитесь.
Ближайшие какие-то есть мероприятия, где вот хотел бы пригласить школьников к участию, те, которые хотят какую-то свою идею реализовать, куда им обратиться, что им сделать? Да. Ну, сейчас у нас, я думаю, Алмаз Юрьевич говорил уже об этом, активно идет работа по созданию и подготовке технопарка универсальных педагогических компетенций, который будет непосредственно обладать довольно-таки качественной материальной базой, площадками, кабинетами, в которых, ты будешь понимать, что тебе комфортно работать, и, там действительно будет классная аппаратура, техника и так далее. И, следовательно, вот на данной площадке у нас как раз-таки будет проходить наш комплекс проектов, начиная от как раз-таки акселератора, который я упоминал. Это история, связанная с профориентационными играми, модерационные сессии и так далее, и так далее. То есть довольно-таки спектр большой. Наши каналы управления проектной деятельностью БГПУ имени Акмуллы есть и ВКонтакте, и в Инстаграме. И мои лички тоже всегда открыты. Присоединяйтесь, добавляйтесь, спрашивайте, вопросы развивайтесь, да, реализуйте свои проекты. Абсолютно. Есть еще какие-то интересные такие наставления, как старшего товарища? Если говорить о каких-то трендах, о том, что... Какие проекты самые популярные, вот, может быть, у школьников? На какую сферу рассчитаны? Вот подвели вчера итоги, вот Росмолодежь, Федеральное агентство по делам молодежи, вообще самое популярное направление сегодня инициатива творческой молодежи. То есть все проекты, связанные с танцами, с музыкой и в формате там фестивалей, форумов, конкурсов и так далее. То есть это понятно, это событийный ивент, который всегда вызывает интерес не только там у молодежи, но и в целом у жителей страны. Поэтому здесь хочется сказать, что по направлению все зависит от вас. Любой интерес, хобби, пусть это будет даже профессиональная ваша профессия, которую вы выбираете, везде и в каждом треке, так называемом, да, можно находить какие-то интересные форматы, технологии, чтобы сделать это более интересно, более масштабно и более качественно. Ну, если, ребята, у вас есть вопросы именно к Вильдану, можете тоже их написать в чате, он обязательно на них даст ответы, возможно, уже вам в индивидуальном формате. Большое спасибо, Вильдан. И сейчас мы перейдем именно к ответам на вопросы. Начнем с вопросов, которые поступили именно в чате сегодня, вот уже в период трансляции. Можно мне прокрутить на самый первый вопрос, и я уже начну на них отвечать. Если вдруг какой-то вопрос я пропустила, можно еще раз будет напомнить, либо уже позвонить по телефону 287-9999, это телефон приемной комиссии. Так, какие условия для тех, кто после колледжа придет, если там нет ЕГЭ? Так, те, кто поступает после колледжа, у вас, здесь у вас такое преимущество, с одной стороны, если у вас есть результаты действующего ЕГЭ, они 5 лет действуют, как вы знаете, вы можете предъявить ЕГЭ, и также вы можете сдать внутренний экзамен, вам нужно будет определиться, и вы сможете выбрать тот вариант наиболее лучший для вас. Например, если русский язык есть и для тех, кто поступает после школы, и для тех, кто после колледжа одинаковый, то есть вы можете либо предъявить результаты ЕГЭ по русскому языку, и либо сдать у нас русский язык и уже выбрать наибольший балл. Но это нужно будет сразу при подаче документов сразу правильно заявить. Потому что если вы сначала нас сдадите русский язык на очень маленький балл, потом вспомните, что у вас есть результаты ЕГЭ, но это вы не отразили при подаче документов, тогда уже мы не сможем с вами этот результаты учесть. Также по поводу поступления в колледжа. Вы сдаете профильные экзамены, как я уже говорила, это новшество, это базовые знания по той профессии, которую вы хотите получить. Все эти названия экзаменов уже есть в той табличке, которую я вам показала. Количество мест называется, там это все прописано, уже можно начать готовиться, потому что программа вступительных экзаменов уже есть. Также у нас будут выезды по колледжам с репетиционными экзаменами. Вы сможете примерно посмотреть уже, какого плана будут вопросы, и потренироваться в их решении. Так, следующее. Чуть-чуть можно вниз. Так, если мы поступили по целевому, но не пошли учиться, отказались, будет ли какой-то штраф? Здесь смотрите, если вы взяли целевой договор и не прошли по конкурсу, то есть не смогли поступить, то к вам никаких штрафов не будет. А если вы взяли договор, поступили, начали учебу, то есть вы были зачислены в университет, и тогда вдруг передумали и хотите отчислиться, тогда к вам уже, конечно, будут штрафные какие-то санкции. Поэтому здесь сразу нужно решить, хотите вы или не хотите.
Следующий вопрос. В чем выгода заказчику заключать со мной контракт по целевому обучению? Выгода в том, что он получит готовый кадр, который будет у него работать минимум 3 года. Тем более предполагается, что в целевом обучении, что он же сам вас выбрал на основании какого-то решения, да, вы ему нравитесь, он вас знает, вы пообещали ему хорошо работать. То есть он вас ждет уже через 4-5 лет, что вы будете у него в его команде работать. То есть, возможно, он уже будет вас иметь на, как сказать, на вырост, какие-то перспективы в ваш адрес строит. Ему выгодно готовить вас одного, да, взрастить свой кадр, чем взять просто кого-то с улицы, кого он совсем не знает. Также, когда заказчики, то есть какая-то организация заказывает кадры, она может давать ему тему курсовых работ, выпускной работы. Она может помочь предоставление материала как раз-таки для вот этих вот работ. Она может быть базой практики, то есть практику вы будете проходить не где-то, а именно в этой организации. Все практики можете на ее базе пройти. То есть это удобно, выгодно и вам, и вашему заказчику, работодателю. Так, здравствуйте, хочу поступить на английский язык и русский язык как иностранный. Написано, что нужно знать обществознание или математику. Это значит, что я смогу сдавать базовую математику в обществе. Так, сейчас секундочку, я сразу проверю, какие там у нас экзамены. Так. Так, у вас идет, если после школы вы поступаете, обязательно 2 экзамена: русский и обществознание, и на выбор либо математика, либо литература, либо иностранный язык. Если вы не хотите сдавать математику, да, вы можете сдать либо литературу, либо иностранный язык. Либо вы можете попробовать сдать все эти экзамены и лучшие результаты выберете. В данном случае, кстати, мой вам совет: вообще как можно больше ЕГЭ пытайтесь сдать, хотя бы на проходные баллы, если они у вас будут, там, пусть это будет самый минимальный балл ЕГЭ, который может быть как бы для университета, но он вам даст возможность подстраховаться и, возможно, пройти, если вдруг даже не хватит на бюджет, но вне бюджет вы точно сможете пройти. Хочу, кстати, обратить внимание, многие удивляются, вот эти минимальные баллы ЕГЭ, они действуют как при поступлении и на бюджет, и на коммерцию. Поэтому обратите тоже на это внимание. Так, следующее. По какому направлению надо пойти учиться, чтобы в будущем стать учителем физики и математики? У нас как раз-таки есть Институт физики, математики и цифровых нанотехнологий. Там в этом году реализуются следующие профили, которые как раз-таки прям так и называются. Есть профиль математика и информатика, есть профили физика и информатика. Здесь, если именно вы хотите, чтобы у вас была физика и математика в сочетании, либо это будет через год набор с такими профилями, либо вы получаете те профили, которые сейчас, вот, например, математика и информатика, в магистратуру уже пойдете связанную с физикой. Потому что физика все равно так или иначе в вашей программе подготовки будет, просто не очень углублена, не как для учителя физики, а как для студента физмата. Поэтому нужно посмотреть более внимательно. Либо вы можете пойти на специальность прикладные физика и математика, там как раз-таки профиль математика и физика. Потом пойдете в педагогическую магистратуру, у вас будет 2 специальности, инженерная и педагогическая, и вы сможете выбрать уже, куда именно сами хотите пойти работать в систему образования, либо на завод каким-то инженером. Можно дальше покрутить? Так, следующий вопрос. Есть ли программа по обмену студентами в вашем вузе? Да, конечно, программы есть, но тут в основном ездят, конечно, у нас студенты, которые изучают иностранные языки. Это Институт филологического образования и межкультурной коммуникации. Там у нас есть связи с Чехией, с Болгарией, с Китаем, с США, с Францией, Германией. То есть там очень большой перечень стран. Но здесь так вот сразу не скажу, потому что программы, они бывают периодами какими-то, и там нужно смотреть требования к вам, требования к той программе. Здесь более подробно, конечно, когда вы поступите, вам уже будут говорить, какие программы есть и имеете ли вы право в них участвовать. Так, здравствуйте, хочу поступить на логопеда. Обязательно ли 2 предмета на выбор туда надо? С базовой математикой поступление возможно ли? Здесь, конечно, сотрудник приемной комиссии вам уже написал. Давайте еще раз уточню, какие экзамены при поступлении на логопеда. Здесь, смотрите, здесь тот случай, когда есть дополнительный экзамен, проверяющий ваши способности, поэтому выбора ЕГЭ здесь нет. Здесь для вас будет обязательно русский язык,
Математика профильного уровня обязательно. И отборочный тур. Это на проверку дикции. Посмотрите программу вступительных испытаний. Там нужно будет выучить стихи и рассказать их так, чтобы было понятно, что у вас с дикцией все хорошо. Так, у меня мама является инвалидом первой группы. Я являюсь ее опекуном, есть ли какие-то льготы? Нет, в данной ситуации, к сожалению, льгот нет. Льготы у нас есть только для тех, кто имеет инвалидность. Это подтверждено документами. Является сиротой, это тоже подтверждено документами, там очень много нюансов. Поэтому, если вы думаете, что вы претендуете на эти льготы, заранее соберите весь пакет документов, максимальное количество документов, все, что связано с подтверждением вашей льготы, нужно будет иметь при себе. И следующая возможность – это, конечно, стать целевиком. Насчет того, что у вас такая ситуация сложная семейная, да, у вас будут формы материальной поддержки уже от правкома студентов, это уже в период обучения. Здесь тоже вам отдельно правком будет помогать, но в период поступления преимуществ, к сожалению, не будет. Так, как можно подать заявку на целевое обучение? Здесь, смотрите, вам нужно будет уже, если вы задумались на эту тему, нужно будет сходить в отдел образования своего города либо района и сказать, что вы хотите стать целевиком по какой специальности. Либо вам могут предложить, что, например, району нужен математик, физик, и хотите ли вы получить эту специальность. Когда если вот вы сейчас этим делом занимаетесь, и вам говорят «да», они могут вам дать целевое обучение на физика, вам нужно будет правильно выбрать свой перечень ЕГЭ. Посмотрите сразу, какие ЕГЭ нужны для поступления на эту специальность. И тогда вы уже сможете претендовать, у вас будет договор на руках, и вы сможете при подаче документов в приемную комиссию этот договор тоже с собой принести. Кстати, обязательно наличие договора, подписанного, завизированного, все печати должны стоять, номер регистрации, дата регистрации на договоре должны быть. Регистрация проходит на стороне заказчика. Без вот этих вот цифрок и дат мы не сможем принять ваш договор, поэтому сразу тоже заранее. Договор вы заключаете обязательно как минимум в 3 экземплярах, один у заказчика, один у работодателя, один у вас. Нам вы сдаете либо оригинал, либо мы у вас копию снимем и заверим. Поэтому обязательно, как я уже говорила, не теряйте свой договор. Так, дальше. Так, при поступлении на целевое обучение на факультет иностранных языков обязательно ли профильная математика или достаточно базовой? То, что касается филологического института, сейчас я подскажу, где какие есть у вас возможности. Здесь, конечно, зависит от того, какой язык вы хотите изучать. Здесь, если вы будете изучать русский язык, то у вас обязательно будет русское общество. А дальше вы можете выбрать либо математику профильную сдаете, либо литературу, либо иностранный язык. То есть математику профиль сдавать не обязательно. Вы можете обойтись базой. Если вы хотите поступить на родной татарский язык и литература, там у вас фиксированные экзамены русский, обществознание и татарский язык. Это будет либо тестирование, все зависит от того, какая у нас будет ситуация с пандемией, либо сочинение. Дальше, если вы хотите поступить на английский, немецкий, здесь вам нужно будет тоже обязательно русские общества. И по выбору либо математика, либо литература, либо иностранный язык. Иностранный язык любой, здесь без разницы. Вот, поэтому уже посмотрите. Также в этом году у нас реализуется программа по обмену с Киргизией в первый год. Это английский, киргизский язык. Если вдруг кто-то желает развиваться в этом направлении и стать таким международным специалистом, тоже можете ее рассмотреть. Экзамены такие же. Математику сдавать не обязательно. И есть еще программа перевод и переводоведение. Эта программа готовит именно переводчиков. И там экзамены следующие. Русский обязательно, иностранный язык обязательно. И по выбору либо литература, либо обществознание, либо история. Математики нет вообще. Поэтому, если вы не хотите сдавать математику, есть очень много вариантов, но нужно сдать другие ЕГЭ, которые вы, возможно, в которых вы более разбираетесь. Так, учитываются ли индивидуальные достижения, полученные только в 11 классе? Здесь, смотря какое индивидуальное достижение, вы можете открыть документ на сайте, как раз-таки перечень индивидуальных достижений, там прописано нюансы учета, каких документов, что нужно сделать для того, чтобы ваше индивидуальное достижение учитывалось. Но те, которые вы получили в 11 классе, это однозначно, они учитываются.
Так, дальше. Нужна ли профильная математика для башкирской филологии? Так, для поступления на факультет башкирской филологии математика вообще нигде не учитывается. Там нужно русский язык, обществознание, и у вас будет наш экзамен университетский по башкирскому языку. Поэтому тоже у кого проблемы с математикой, но очень хорошо с родными языками, есть вариант либо пойти изучать родной татарский язык, либо родной башкирский язык. Дальше. На какой пойти факультет, чтобы стать психологом, и какие сдавать предметы? У нас есть факультет психологии, тут не запутаетесь. Там достаточно большой выбор специальностей. Есть в этом году, как уже говорила, специалитет. Это педагогика психологии девиантного поведения, называется специальность, а профиль – психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением. Здесь хотелось бы пояснить, девиантное поведение – это любое отклонение от нормы, да, вы будете работать, вы должны представлять, с кем вы будете работать. Это, возможно, различные комнаты милиции, какие-то проблемные семьи с детьми проблемными. Если вы готовы к этому, тогда это специальность для вас. Там 22 бюджетных места, и там экзамен русский язык обязательно, обществознание обязательно, и по выбору либо биология, либо математика профильная. Также есть там два профиля в направлении психолого-педагогическое образование. Это означает, что у вас будет квалификация педагог-психолог. И там есть профиль психологическое консультирование и медиация в социальной сфере. Медиация – это решение каких-то конфликтных ситуаций. И есть профиль психология в управлении и экономике. Там, где вот эта психология в управлении и экономике, это ближе, наверное, к тем, кто будет работать с кадрами в будущем, с развитием персонала, какие-то тоже такие тренинги проводить в плане карьерного, наверное, даже больше роста. А вот психологическое консультирование больше, наверное, такого работы с людьми, с решением их проблем, конфликтов. Здесь нужны будут следующие экзамены: русский обязательно, биология, и по выбору либо математика, либо обществознание. И есть еще коммерческая специальность, она прям называется психология, эта квалификация прям будет психолог, но она на очно-заочной форме обучения, полностью коммерческая. Здесь уже она более рассчитана на тех, кто, наверное, уже какой-то опыт работы имеет, и им нужно профессиональное образование, получать они его будут в вечернем формате. Здесь экзамены русский, биология обязательно, а математика и обществознание по выбору. Либо математика, либо общество. Так, следующий вопрос. Так, как узнать, какие предметы нужно сдавать, если на сайте для определенного предмета указаны сначала одни предметы, а ниже другие? Так, здесь вопрос немножко не поняла. Вам нужно именно скачать документ, который называется «Количество мест». И там вот эта большая табличка, где все подробно расписано. Если не можете разобраться, звоните нам 287 99 99. Мы с вами конкретно по специальностям пройдемся. Так, какие предметы надо сдать, чтобы стать учителем начальных классов? Вам нужно будет поступать в институт педагогики. Там есть у нас такая прям специальность, называется начальное образование. Это как раз таки учитель начальных классов. Сейчас подскажу, какие там у нас экзамены на 22 год приема. Так, обязательно русский язык и обществознание. И по выбору либо биология, либо математика, либо литература. Там 28 бюджетных мест на очной форме обучения и 30 на заочной форме обучения. Так, будут ли какие-либо изменения в правилах приема? Будут ли они размещены на главной странице и где-то в другом месте? Здесь, смотрите, сейчас прогнозировать изменения в правилах приема не смогу, но по ходу двух предыдущих приемных кампаний, даже в период уже начала приемной комиссии, у нас поступали от министерства, от учредителя какие-то изменения, мы были вынуждены вносить изменения. Обычно это касается больше нормативов, чем абитуриентов, поэтому здесь можете не переживать, вас мы всегда сориентируем. После всех изменений мы будем обязательно проводить в таком же формате день открытых дверей, где будем объяснять, что делать с этими изменениями. И, конечно же, как документ будет вывесено в разделе в соответствующем, если вы поступаете на бакалавриат, вы в эту вкладку зайдете, перейдете в раздел с документами в самом низу и увидите, что правила приема, редакция такого-то числа. Поэтому все изменения, конечно, будут доведены до вас. Так, на факультете психологии какие формы обучения существуют? Здесь, как я уже сказала, есть очное, есть заочные, есть очень заочные варианты.
Сейчас я скажу, какие именно направления, в каких формах реализуются. Если вас интересует специальность психология, она полностью коммерческая, и она только в очно-заочном формате. Там будет 25 мест. Если вы заинтересованы в профиле психологическое консультирование и медиация в социальной сфере, то там есть очных 20 мест и на заочной форме 20 мест. Так, если вы интересуетесь профилем психологии в управлении экономики, то там есть на очной форме обучения 20 мест, 13 мест на очно-заочной и 15 бюджетных мест на заочной форме обучения. Внебюджет тоже у них у всех есть. И специалитет психолого-педагогической коррекции и реабилитация лиц с девиантным поведением – это только очная форма обучения, 22 места. Так, возможен ли переход на другой факультет после первого курса? Да, возможен. Но правильно написать, что после первого курса вы должны будете закрыть сессию и уже сориентироваться по вузу, куда вы хотите. Здесь единственный нюанс. Если вы учились на факультете, на который вы поступили на бюджете, а планируете перевод на другой факультет, то там, возможно, не будет бюджетного места для того, чтобы вас принять. Поэтому нужно будет сначала уточнить, есть ли бюджетное место. Ну, либо вы будете учиться на внебюджете. Так, можно ли более подробно о специальности графический дизайн, какие условия поступления, какие именно специалисты будут выпускаться? Так, если именно дизайн интересует, то это направление так и называется дизайн. Сейчас ориентирую по экзаменам и по какие профили у нас там реализуются. Так, смотрите, дизайн. Профиль называется компьютерная графика и анимация. 10 бюджетных мест есть на очной форме обучения, 15 внебюджетных мест закладываем, и также будет внебюджетный набор на очно-заочную форму. По экзаменам там нет выбранных вариантов, там 3 фиксированных экзамена, это русский язык, обществознание и рисунок. Рисунок программы уже тоже на сайте размещена, можете посмотреть. Квалификация у вас по этой специальности так и будет дизайнер. Здесь вы будете, можно будет работать, конечно, в анимации, вы сможете делать какие-то рекламные ролики, у вас там, конечно, будут изучаться различные компьютерные программы для рисования, там очень много интересных всяких дисциплин тоже. Если хотите более подробно, можно даже связаться с факультетом, посмотреть и прийти к ним в гости. На сайте есть контакты. Можно будет это тоже сделать. Также после Нового года мы планируем серию мероприятий в технопарке, когда он откроется. И как раз-таки, возможно, будут мастерские, в том числе от худграфа, когда вы сможете с ними пообщаться, посмотреть, что они там делают, как рисуют, в чем рисуют, и вообще на их продукт деятельности посмотреть. Так, как будут проходить олимпиады? Когда и каковы условия проведения. Акмолинская олимпиада, она уже первый тур запущен. Можете в поисковике ввести Акмолинская олимпиада, попадете на этот сайт, выбираете тот предмет, который вам нужен, который вы хотите. Можете все предметы выбрать. Вам нужно будет пройти тестирование, и уже, если вы пройдете все хорошо, пройдете во второй тур, уже очный будет здесь. На базе вуза по факультетам уже будут задания более интересные, которые требуют очного формата. Условия здесь полностью все бесплатно, добровольно. Заходите, проходите. Если все хорошо у вас со знаниями, сможете стать либо призером, либо победителем и будете иметь заветные дополнительные баллы при поступлении. Так, сама школа сотрудничает с БГПУ, предложили попробовать на целевое обучение. Это значит, заказчика нужно искать самому. Нет, ваша школа сама может быть заказчиком и работодателем. Либо ваша школа будет как работодатель, и школа сама уже заказчиком выберет отдел образования района, в котором она находится. Здесь это уже не ваша проблема, школа сама все уже знает, сделает. Не переживайте. От вас только нужно будет согласие, подписать договор и ознакомиться со всеми условиями, и если эти условия вас устраивают, то все, вы сможете быть целевиком. Так, сейчас проходит олимпиада от вашего университета. Какие бонусы дают эти олимпиады? Ну, про бонусы было и в презентации, вы сможете тоже посмотреть, там подробная табличка. Акмолинская олимпиада дает призерам, победителям дополнительные баллы. Если вы идете к нам в университет, 10 баллов, независимо от профиля. А если вы идете в другие вузы,
то нужно будет у них в правилах приема посмотреть такой пункт, учитывают ли они олимпиады, которые входят в перечень Министерства просвещения. Обратите внимание, олимпиады есть из перечня Министерства просвещения, а есть олимпиады из перечня Министерства образования и науки Российской Федерации. Вот мы входим в Министерство просвещения, какие-то олимпиады входят в другой перечень. Поэтому внимательно смотрите, читайте. Так. Какой проходной балл нужен для факультета переводоведения? Если знаете, скажите, есть какие-то перспективы на эту специальность. Здесь сразу скажу, специальность переводоведения, она одна из самых популярных у абитуриентов. Там очень высокий средний балл, от 80 начинается. Соответственно, где-то проходной балл, от 80 на 3 умножать, это ваш примерно проходной балл. Из года в год он разный, конечно, но вот самый, наверное, минимальный, 260 точно вам нужно набрать, 280. Но, конечно же, мой совет, чем больше у вас баллов, тем лучше. Там на этой специальности бывают и 100-бальники, поэтому конкурс достаточно высокий. Но единственное, тоже здесь такой совет вам. Если вдруг вы не прошли именно на переводоведение, вы можете выбрать педагогическую специальность, на которой изучаются языки. А в магистратуру потом вы пойдете уже на переводоведение и получите квалификацию переводчика. Либо вы можете потом пойти на курсы переподготовки на переводчика. Язык вы все равно уже выучите на специальности педагогической. Эти и педагогов, и переводчиков учат на одном и том же факультете, институте, и одни и те же преподаватели работают, поэтому вы не переживайте, уровень образования по языку одинаковый, хороший и у переводчиков, и у учителей. Просто есть специфика в плане работы. Учителей учат методики преподавания, как работать с детьми, как лучше язык изучать, в каких возрастах. А у переводчика больше, конечно, уклон на работу с документами, со специфическими текстами, на языковые такие вот нюансы, поэтому не упирайтесь в одну специальность, мой тоже вот вам совет. Когда вы подаете документы, подавайте на максимальное количество профилей, чтобы у вас был шанс выбрать. Здесь тоже такой нюанс, что если вы до определенного срока не определились вот этими специальностями, и потом вы узнаете, что вы не прошли на нее, вы уже не сможете переподать, потому что срок приема документов будет завершен. Поэтому сразу определитесь, какие специальности вы еще рассматриваете на подстраховку. Так, на специального психолога требуется базовая или профильная математика. Там я уже это тоже огласила. Там достаточно есть выбор либо биология, по-моему, либо математика. Посмотрите по табличке еще раз, не обязательно. Очень много вариантов, где не нужна математика совсем, поэтому не бойтесь. Но я вам рекомендую, сдайте вы математику профильного уровня. Может быть, не на самый высокий балл, вам главное набрать 39 баллов для того, чтобы иметь право претендовать на специальности, где есть математика. У вас будет просто шире перспектива поступления. Не бойтесь математики. Так, как будут проходить олимпиады? Когда будет олимпиада по английскому? Каковы условия проведения? На данном этапе сейчас все идет онлайн до 15 января, поэтому регистрируйтесь. Если вы все пройдете во второй тур, с вами свяжутся, все объяснят. На сайте тоже вся информация будет. Буквально на следующей неделе уже появится у нас баннер на сайте университета Акмолинской олимпиады, и прямо там будут ссылочки прямые на все важные странички и документы. Так, какие предметы для поступления на дизайнера нужно сдавать? Это я тоже уже огласила. Так, сейчас, секунду. Так, еще с какого по какой класс учитываются достижения? Здесь тоже, я уже говорила, нужно смотреть, какое именно достижение. Есть документы индивидуальные достижения, там спокойно можете посмотреть нюансы учета. За 11 класс точно у вас будет учитываться. Так, есть ли целевые места на перевод и переводоведение? Здесь сразу скажу, нет. Есть такой приказ учредителя, на каких специальностях могут быть целевые места, на каких нет. На перевод и переводоведение много лет уже не выделялись целевые места. Когда точно на каких специальностях будет квота целевая, мы узнаем 1 июня. 1 июня на сайте мы так раз-таки выложим детализированную квоту целевого приема и квоту для сирот и инвалидов. Поэтому следите за сайтом. У сирот и инвалидов это однозначно 10% от всех профилей. Это, то есть, получается, если у нас 20 мест бюджетных, то 2 места будет квота для сирот и инвалидов. Вот им немножко проще ориентироваться. Так, дальше еще есть? Так, у лингвистов ориентировочно 30%, да, бывает. Но здесь мы ждем пока приказ учредителя. Может быть, будет, может быть, не будет. Так, какие еще остались у нас?
можно, пожалуйста, подробно о специальности педагог-психолог, как, куда, зачем. Педагог-психолог – это у нас квалификация такая интересная, она реализуется на нескольких факультетах. Есть, во-первых, факультет психологии. Я уже говорила, там два профиля связаны с экономикой и с консультированием. И есть еще институт педагогики. Сейчас скажу точно, как профиль называется. В институте педагогики реализуется тоже направление психолого-педагогическое образование, психология и социальная педагогика. Этот человек в будущем будет социальным педагогом, тоже работать со школами, с семьями, с родителями, детьми. Здесь есть очные бюджетные места 25 мест и на заочной форме обучения 30 бюджетных мест. Экзамены русский и биология обязательные, и либо математика профильная, либо обществознание. Поэтому тоже здесь есть выбор. Тоже популярная специальность. Все, кто будут учиться на направлении психолого-педагогическое образование, у вас будет квалификация педагог-психолог. Это означает, что все образовательные учреждения, где предусмотрены такие кадры, вы можете в них работать. Здесь еще в зависимости от профиля, возможно, вы сможете работать в органах управления, например, отдел образований, какие-то министерства профильные, где именно нужно будет работать с детьми. Бывают еще выпускники вот этих специальностей работают в кадровых службах, МФЦ. Как я уже говорила, многие тоже уходят в индустрии тренингов, работают над какими-то проблемами, запросами людей. Тут все зависит от вас. И также после того, как вы закончите бакалавриат по этому направлению, вы можете еще скорректировать свою образовательную траекторию в магистратуре, выбрать тоже что-то интересное, пойти уже на психолога, пойти, может быть, на какие-то переводческие программы. Тут уже у вас выбор не ограничен. Сможете еще что-то, какую-то специальность получить и уже быть профессионалом широкого профиля. Так, на какой пойти факультет, чтобы стать учителем химии, и какие сдавать предметы? Учитель химии у нас получается на факультете естественно-географическом. По предметам сейчас подскажу. Вам нужно будет выбрать профиль биологии и химии. Это 5-летний бакалавриат, 2 профиля у вас будет. Очная программа, 15 бюджетных мест. Экзамены русский язык обязательно, обществознание обязательно. И по выбору очень много предметов. Либо биология, либо химия, либо география, либо математика, либо информатика. Поэтому здесь шансы поступить очень большие. Так, к какому факультету относится специальное дефектологическое образование, какие предметы нужно сдавать? Специальное дефектологическое образование – это институт педагогики. Предметы здесь фиксированные будут, предметы, без права выбора ЕГЭ. Здесь реализуются 2 профиля на очной форме обучения. Это профиль логопедии и профиль дошкольной дефектологии. Экзамены одинаковые, русский обязательный, математика профильная обязательно и отборочный тур, как я уже говорила, на проверку вашей дикции, языковых способностей. Так, есть у вас направление большие данные. Именно в такой формулировке у нас нет, но есть другие варианты. В рамках Института физики, математики и цифровых технологий реализуются инженерные профили. Например, информационная система технологий направления, а профиль проектирования и разработка программных решений. И есть еще направление прикладная информатика. Там 2 профиля: программное решение для цифровой экономики и прикладная информатика в здравоохранении. Экзамены одинаковые у этих 3 профилей. Русский и математика профильная обязательные. И по выбору либо информатика, либо физика. Так. Будут ли какие-либо разнарядки по целевому обучению в школы Калининского района в этом году? Здесь от нас разнарядок нет, мы собираем от школ самих, от районов. Все зависит от потребностей школ, потребности в кадрах самого района, поэтому никаких каких-то там квот кому сколько мы не даем, здесь все на конкурсной основе. И зависит все от того, на какую специальность вы хотите. Сразу скажу, что планируется на более востребованные специальности давать больше мест по квоте. Например, на учителя математики, там, например, будет не 2 места, скорее всего, около 8. Учитель физики, то есть такие вот, но это 1 июня точно уже вы увидите. Так, есть ли бюджетные места на экономические и правовые дисциплины? Здесь есть бюджетные места. Сейчас скажу, как называется направление и профиль.
Это Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Есть направление профессиональное обучение, называется профиль экономика и управление. Там 24 места бюджетных на очной форме обучения, 25 на заочной. Экзамены русский и математика профильная обязательно. И по выбору обществознание, либо история, либо информатика. И есть также направление профессиональное обучение, профиль право и правоохранительная деятельность. На очной форме обучения 24 бюджетных места, на заочной 25. Экзамены точно такие же, как и у экономистов. Русский язык, математика, профиль обязательные. По выбору либо общество, либо история, либо информатика. Так, если поступаешь на целевой по специальности педагог английского языка, можно ли дополнительно на магистратуру продолжить целевое по специальности перевод и переводоведения? Здесь смотрите, теоретически возможно, и продолжить даже целевое, потом взять еще раз магистратуру можно, но нужен заказчик, которому нужен переводчик. Здесь смотрите, если вы собираетесь, такой нюанс, вам же дадут целевое обучение в магистратуру, и вы там обяжетесь 3 года отработать у заказчика. И только этот же заказчик вам может дать направление в магистратуру и дождаться вас после этого. Здесь сменить заказчика вы не сможете. Вам, скорее всего, нужно будет с одним и тем же заказчиком договариваться. Теоретически это возможно. Ну, во-первых, для начала нужно закончить бакалавриат, а потом уже смотреть, что и куда вы хотите, потому что невозможно сейчас на 5 лет спрогнозировать, будет ли там вообще целевая квота и будет ли такая специальность. Поэтому пока с бакалавриатом нужно разобраться. Так, если поступаешь на целевое обучение на учителя информатики, какие предметы нужно сдавать? Ну, перечень предметов не зависит от того, по целевому вы поступаете или нет. Они такие же, как у всех абитуриентов, которые поступают. Так, учитель, так, информатики, да, у нас было. Здесь у вас на выборе есть либо сочетание профилей математика, информатика, либо физика и информатика. Экзамены одинаковые. Русский и обществознание обязательны, и по выбору либо математика профиль, либо информатика, либо физика. Поэтому здесь тоже есть что выбрать. Так, какие предметы сдавать, если поступаю на педагога истории или обществознание? Здесь тоже достаточно у вас большой выбор профилей. Есть сочетание профилей история и обществознание, есть обществознание и английский язык. По 24 бюджетных места на каждый профиль, по очной форме обучения они реализуются. Экзамены немножко разные. Профиль история обществознания, экзамены русский язык и обществознание обязательные, а по выбору либо история, либо математика профиль. У сочетания профилей обществознания и английский язык здесь русский и обществознание обязательные экзамены. Иностранный либо история, либо математика, профиль по выбору идут, поэтому тоже можно без математики. Чем отличается бакалавриат от специалитета? То, что нужно именно вот знание в плане для вас, бакалавриат и специалитет – это 2 варианта получения высшего образования, но после бакалавриата вы имеете право поступить на бюджет в магистратуру и получить еще какую-то такую специализацию. Специалитет не предусматривает такой возможности, вы уже становитесь очень сильно квалифицированным специалистом, которому магистратура уже будет считаться как 2-е высшее, и это, соответственно, только платное. Поэтому, здесь преимущество по сроку обучения, потому что если вы учитесь в бакалавриате плюс магистратура, у вас будет 4 года или 5 лет бакалавриат, плюс 2 года магистратуры по очной форме. Это, то есть, получается 6-7 лет. В специалитете вы учитесь 5 лет. Вы немножко экономите время, но перечень специальностей ограничен. Вот в системе образования это вот такой вот тот специалитет, который есть у нас по девиантному поведению, и еще у медиков и у военных предусмотрены, и некоторые айтишные специальности. То есть перечень их достаточно узкий. Так, целевик после бакалавриата хочет поступить в магистратуру. На работу он обязан приступить после бакалавриата или заказчику ждать еще 2 года. Здесь смотрите, вы можете поступить в магистратуру, и заказчик дает вам какой-то документ, что он не против, чтобы вы продолжали обучение, но вы все равно обязаны после магистратуры вернуться к заказчику и отработать 3 года. Либо этот же заказчик вам дает новое направление на целевое обучение уже в магистратуру, и вы уже отрабатываете эти 3 года после того, как закончили магистратуру.
Так, есть ли бюджетные места на социальной психологии? Если на сайте стоит прочерк, если стоит прочерк, то нет. Это полностью коммерческая специальность, поэтому, к сожалению, там бюджетные места не выделяются, в принципе, почти по всем вузам отсутствуют. Так, обязательно ли сдавать обществознание на естественно-графический факультет, если ты хочешь стать учителем биологии? Сейчас проверим. Так, вас интересует сочетание профилей либо биология, химия, либо география, биология. Да, обществознание является обязательным предметом. Если вы не хотите сдавать обществознание, то нужно посмотреть какие-то другие варианты, где специальности подобрать, где не существует экзамен обществознания. Либо есть другой вариант, вы можете поступить в колледж. В колледж поступление идет, тоже есть программа на базе 11 классов, там идет поступление по среднему баллу аттестата. После колледжа вы уже можете без ЕГЭ поступить в университет. Так, будет ли день открытых дверей не в онлайн-формате? Здесь мы, конечно, были очень рады провести. Обычно традиционно в марте мы делали следующий такой большой день открытых дверей. Если обстановка санитарная нам позволит, мы, конечно, проведем большой день дверей, но пока не могу этого обещать. Скорее всего, будут какие-то мероприятия, вот как уже проректор наш анонсировал. У нас откроется 18 января технопарк, и там будут мероприятия не глобальные, отдельно для групп школьников с соблюдением санитарных норм. Будут мероприятия, можно будет познакомиться. Также у нас периодически проводятся экскурсии для школьников. Нужно созвониться с нашим центром профориентации. 5К на сайте тоже информация есть. Либо в приемную комиссию позвоните, вам подскажут все контакты. Можно отдельно для класса, для группы детей провести какие-то мероприятия, знакомство с интересующим вас факультетом, институтом, либо общего какого-то плана мероприятия провести. Без проблем мы на любую заявку отреагируем положительно, поэтому обращайтесь, обязательно проведем в том формате, в каком хотите, предложим те варианты, какие у нас есть. Так, кем становятся выпускники и где работают после окончания ФОМК? Ну, здесь все зависит от того, какую специальность вы выбрали для обучения. Например, если ваше направление начинается со слов «педагогическое образование», тут, конечно, очевидно, что вы будете работником, как вас готовят для работы в системе образования. Это учитель, педагог доп. Образования, это преподаватель колледжа, в будущем, возможно, преподаватель университета. То есть это все, что связано с системой образования, с обучением детей, взрослых, ну, то есть изучением языков. Если вы поступите на направление лингвистика, у вас будет квалификация переводчик. Разницу я тоже уже объясняла. От этого зависит. Но это не означает, что переводчиком не работают учителя, и учителя не работают переводчиками. Здесь тоже бывают пересечения, и некоторые меняют свои карьерные предпочтения. Поэтому и те выпускники во всех сферах обычно работают. И некоторые совмещают и переводческую деятельность, и преподавательскую. Почти все у нас студенты и ФОМКа занимаются и репетиторством, и сами изучают очень много языков. Обычно двумя языками они не ограничиваются, всегда что-то еще новое изучают. Там очень много языковых курсов. Так, следующий еще есть? Тимур? Все? А теперь для тех, кто оставлял свои вопросы при регистрации, я здесь пройдусь только по тем, которые я не огласила, чтобы времени много не занимать. Был вопрос о поступлении в магистратуру после специалитета. Как я уже говорила, после специалитета магистратура будет считаться вторым высшим. Поэтому оно будет исключительно на коммерческой основе. Так, вопрос. Где можно посмотреть средние или проходные баллы? На сайте информации нет. Можете зайти на сайт приемной комиссии. Вам нужно будет пролистать страничку в самый низ и найти слева меню. Там есть результаты вступительной приемной кампании прошлых лет. И там есть приказы и информация по как раз-таки проходным баллам. Если интересует прям конкретно какая-то специальность, то можете позвонить в приемную комиссию уже в понедельник, прям сказать, какая специальность, либо написать нам, вам ответить, какие были проходные в том году. Так, следующий вопрос. Какие льготы при поступлении для детей-сирот? Для детей-сирот и инвалидов выделяются отдельные тоже места квота. 10% от мест на каждый профиль выделяется для поступления детей-сирот и детей-инвалидов. Но тоже на конкурсной основе.
Если будет 2 места и всего лишь 2 таких абитуриента, то они будут зачислены. А если будет много абитуриентов, то будет конкурс среди тех, кто подал документы. Так. Так, вопрос поступил, да? Сдавая базовую математику, русский, обществознание и историю, смогу ли я рассчитывать на целевой, на специальность педагогика? Здесь нужно уточнить, какой профиль педагогики вы хотите. Что хотите изучать? Физику, математику, историю, биологию? Уточните, я тогда посмотрю, куда вы сможете поступить. А пока перехожу к следующим вопросам, которые были в форме при регистрации. Здесь есть такой вопрос, есть ли бюджетные места? На следующий год у нас 1765 бюджетных мест. По очной форме для бакалавриата 748, то есть это, в принципе, куда вы, наверное, все хотите поступить. И на заочной форме 415 бюджетных мест, на очно-заочной 113. Вот суммарно 1700, это больше, чем в том году, поэтому шансы на поступление хорошие. Подавать документы точно надо, я думаю, что многие из вас, конечно же, поступят. Так, вопрос был, в каких учреждениях можно получить целевое направление? А здесь все зависит от того, на какую специальность вы хотите поступить для системы образования, как я уже говорила. Может быть, если вы хотите стать воспитателем, вам нужно найти детский садик, которому нужны воспитатели. А если вы хотите быть учителем по какому-то предмету, значит, это школа это может быть колледж, это может быть центр дополнительного образования, то есть любая бюджетная образовательная организация. Это может быть сам университет, это может быть отдел образования, министерство образования. То есть все, что связано, где работают учителя и какие-то органы, которые курируют систему образования в районе или в городе. Так. Как происходит обучение после 9 класса в вашем колледже? Можно ли будет после колледжа поступить на специальность права? Как это сделать? Да, есть у нас колледж программы на базе 9 классов, есть на базе 11 классов. Поступают, как я же говорила, по среднему баллу аттестата. Там никаких льгот ни для кого нет, поэтому чисто вот цифры из вашего аттестата. После колледжа, конечно, можно поступить в университет, это уже без ЕГЭ происходит, нужно будет внутренние экзамены сдавать, и вы также будете после колледжа иметь право на сокращение сроков обучения. Вы поступите на первый курс, и вам сократят период обучения до 3,5 лет, если учебные планы совпали максимально. Но это уже будет после поступления решаться в деканате. Так, вот Алия уточнила, хочет быть учителем по обществознанию и какие ЕГЭ, так, ей лучше сдать. Так, сейчас, секундочку, Алия. Так, русский, обществознание, история, да, у вас? Вы, в принципе, вот с таким набором ЕГЭ, если русский, общество, история, сможете на заочную форму поступить на учителя истории. Так, ну вас, наверное, очная форма интересует, сейчас посмотрю. На очную форму вы сможете поступить на профиль история, обществознание. Там русский, общество обязательный по выбору либо история, либо математика профиль. Вы туда тоже можете поступить. И на обществознание, английский язык тоже можете подавать документы, поэтому смело можете брать целевое и готовиться к поступлению по этим экзаменам. Так, на сайте пишут, укажите полный адрес учреждения, какой адрес нужно указать. Посмотрите на сайте своей школы, какой адрес указан, если вы не помните. Ну, либо уточните у своего учителя адрес. Так, следующие вопросы, которые еще поступили. Так, вот тут были вопросы, сколько будет стипендий и прочее. Это мы 15 января разберем. Там мы пригласим как раз сотрудника управления, который работает по воспитательной части. Они расскажут вам про стипендии, какие льготы, что там есть еще интересного в процессе обучения. Это будет 15 января. Так, тут вопрос, какие трудности при поступлении. Здесь сразу скажу, то, что касается, раз мы сегодня вопросы целевого обучения особенно. Во-первых, неправильно заполняете целевые договоры. И, как я уже говорила, обязательно регистрация, дата и все подписи, печати. Со стороны, конечно, абитуриента печати не будет, у вас только подпись. Могут быть проблемы, что вы выбрали на целевую одну специальность, а по набору ЕГЭ вы не можете пройти. Поэтому именно сейчас вот мы и проводим вот этот день открытых дверей. Посмотрите по табличке, вот, которую я вам говорила, количество баллов, какую специальность хотите, какие ЕГЭ нужно сдавать, и уже выбрать правильный набор ЕГЭ. Иначе потом вы уже не измените свой выбор.
Так, вопрос поступил. На эконом-факультете указано 20 бюджетных мест, но в 2020 набора не было. Можно ли рассчитывать на бюджетный набор в 2022? Так, экономику, да, мне нужно? Так, сейчас, секунду. Так, экономика и управление, профиль. У нас на профиль экономика и управления в 2022 году набора будет 24 бюджетных места на очной форме и 25 на заочной, поэтому бюджет есть. Можете смело подавать документы. Так, можно еще раз уточнить, куда обращаться по поводу целевого. А вы можете обратиться в свою школу, к своему учителю, либо директору, они вас ориентируют. Можно попросить родителей найти контакты так называемого отдела образования либо города, либо района. Например, если вы живете, ну, допустим, в Уфимском районе, то у вас есть такая организация, отдел образования Уфимского района. Можете обратиться туда, в кадровую службу. Даже если они сами не будут им заниматься, они подскажут, к кому обратиться. Там есть человек, курирующий целевое обучение. Если совсем не смогли сориентироваться, звоните нам, мы посмотрим по тем школам, где нужны, ну, от которых поступали заявки на кадры, и можно будет с ними переговорить, договориться. Можно будет позвонить в министерство, они тоже, может, подскажут. Ну, в принципе, давайте можно будет позвонить по телефону 287 99 99. У нас как раз сейчас поступает информация от Министерства образования и науки Республики Башкортостан по ответственным лицам за работу по целевикам. Поэтому мы вас сориентируем, подскажем. Но это уже звоните в понедельник. Сегодня только я вот с вами работаю. Приемная комиссия отдыхает. Так, здесь вот был вопрос, сколько лет нужно для того, чтобы стать учителем. Здесь, смотрите, есть профили 4-летние, есть 5-летние. Если 2 профиля указаны, то это 5-летняя программа. Если 1 профиль, то это 4 года учиться. Так, отменит ли ЕГЭ? Был вопрос здесь не в нашей компетенции вопрос, поэтому не сможем вам дать ответ. Так. Какой конкурс на место? Здесь конкурсная ситуация зависит, конечно, от популярности профиля. И от того, какие ЕГЭ. Есть у нас, вот, например, как уже говорили, переводчики. Там очень большой конкурс. Бывает до 10 мест, 10 человек на место. А бывают специальности, где поменьше спрос. Например, я не знаю, там, например, татарский язык и английский язык более такая специфичная программа. Да, не все владеют родным языком на таком уровне. Там конкурс может быть 3-4 человека на место. Поэтому здесь все зависит от популярности профиля. Но это тоже ориентир не такой, как я говорила, поступайте на несколько направлений. Обязательно выбирайте те профессии, которые вы хотите получить, и те, которые вы рассматривали бы. Тогда, чтобы не было через 5 лет у вас разочарования в своей профессии. Так, был вопрос, начисляются ли баллы за итоговое сочинение. Итоговое сочинение у нас не является источником дополнительных баллов, мы не начисляем, не учитываем его как индивидуальное достижение. Поэтому здесь ответ нет. Так, был вопрос по целевому договору. В договоре о целевом обучении возможно ли прописать заказчикам только управление образования, не указывая конкретную школу? Нет, здесь нужно будет конкретизировать работодателя, но работодателем может выступать и само управление образования. Там тоже бывают вакансии, какие-то кадры тоже нужны. Был вопрос, как стать мультипликатором. Это нужно поступить на направление дизайн. Там как раз-таки в этом году есть профиль с анимацией связанный. Так. Был вопрос еще, каковы возможности поступить на бюджет только по баллам ЕГЭ. Здесь совет. Если хотите поступить на бюджет и вдруг не очень высокие баллы, во-первых, как я уже сказала, есть специальности, где не 3 ЕГЭ, да, а есть внутренний экзамен. Это тоже хороший такой вариант, что если у вас не хватает в наборе ЕГЭ нужного, посмотрите, возможно, есть варианты с творческими профессиями. И, например, у нас вот есть логопедия, там внутренний экзамен. Физическая культура, там сдают нормативы одним экзаменом, есть дизайнеры, есть учители рисования, все специальности, где изучают родные языки, там внутренний экзамен. Так, и там, где танцуют, поют, это тоже все внутренние экзамены, поэтому если какого-то экзамена не хватает, не отчаивайтесь, смотрите внимательно перечень вступительных испытаний и выберите себе совершенно другие направления. Ну, еще как вариант пойти в колледж, отучиться и потом после этого пойти уже в университет. Так,
Поможет ли вуз с трудоустройством после учебы? Можно ли перевестись на другое направление, если не понравится учиться, и как это сделать? Ну, вопросы перевода сегодня вот уже были. После первого курса вы можете сменить факультет и специальность, но это уже будет решаться на факультете. Во-первых, те, которые принимать вас будут, ну, другой факультет, у них должно быть бюджетное место, если вы планируете на бюджет, либо вы идете на внебюджетное как бы обучение. Как это сделать, это уже вам секретарь деканата расскажет. Насчет трудоустройства, да, вот у меня управление рекрутинга и карьерного развития, у нас есть специалист по трудоустройству. Она сориентирует вас и по вакансиям, и в течение вашего обучения тоже у нас есть группа, у нас есть ответственная по трудоустройству, которые будут вам предлагать различные варианты. В принципе, для системы образования с 3-го курса вы уже можете трудоустраиваться и работать. Если вы будете работать по специальности, то университет вам дает индивидуальный график обучения. Вы как бы в таком приоритете сможете уже и трудовую деятельность вести, и получать высшее образование. Так, поступил еще в онлайн вопрос. Результаты муниципального этапа ВОЖ не учитываются. Нет, региональный и уже итоговый. Так, следующие вопросы. Сколько лет учиться на дизайне после колледжа? Если вы после школы поступаете 4 года, если очная форма обучения. Если после колледжа, то будет сокращение 3 до 3,5, но это тоже уже будет решаться. Там будет сравниваться учебный план университета и учебный план вашего колледжа и искать одинаковые дисциплины. Исходя из этого будет принято решение, можно ли вам сократить срок обучения или нельзя. Это уже после поступления будет делаться в деканате. Так, если направление реставрации картин, здесь говорю сразу, именно такого направления нет, и вряд ли прям такая специализация. У нас есть подготовка учителей для системы образования, есть подготовка педагогов дополнительного образования и есть подготовка дизайнеров. Именно вот специалистов по реставрации конкретно нет. Возможно, там есть какие-то элементы этой деятельности в предметом, но вот такого отдельного нет. Так, как изменятся проходные баллы в следующем году? Здесь, к сожалению, не могу предсказать, не обладаю такими навыками. Все зависит от того, как вы все сдадите ЕГЭ. Если вдруг вы сдадите все на очень высокие баллы, соответственно, проходные баллы в вузы тоже будут высокие. Если вы все из ЕГЭ очень как-то не очень сдадите предметы, то, соответственно, будут низкие проходные. Все зависит от вас. Так, сколько баллов за значок ГТО? Был вопрос, 2 балла, вне зависимости от его уровня. Так. Тут вот был вопрос, можно ли поступить на бюджет на психолого-педагогическое образование, если баллы за ЕГЭ составят 150 баллов. Это получается, что за каждый предмет у вас 50 баллов. Теоретически можно, но нужно знать, по какому предмету конкретно сколько баллов, потому что все зависит, как я уже говорила, есть понятие минимальный балл ЕГЭ, что если в какой-то один экзамен у вас, например, ну, допустим, у вас ситуация, что у вас там, я не знаю, 70 по русскому, 70 по обществознанию, а вдруг третий экзамен у вас всего лишь 20 баллов, то все, мы его не сможем учесть, соответственно, вы выпадете из конкурса. Так, был вопрос, предоставляется ли общежитие бюджетникам всем в обязательной форме, в обязательном порядке, всем бюджетникам очной формы обучения предоставляется общежитие. Коммерческие студенты уже после заселения бюджетников тоже заселяются, если остались места, как бы там все рассматривают. Обычно практически все у нас студенты обеспечиваются общежитием. Так, смогу ли я попасть в ваш колледж после 9 класса на специальность программирования, когда средний балл был проходной 4,5, а у меня 4,2. Очень хочу в ваш колледж. Здесь, смотрите, пока все не подали документы и у всех не выстроились средние баллы, мы, конечно, не сможем дать прогноз. Но если вдруг даже на бюджет не смогли пройти, можно поступить на внебюджет. Возможно, кто-то в течение первого года все равно обычно отсеиваются, сессии не всем поддается. И бывает такое понятие перевод на бюджет. Поэтому, если вы готовы к риску немножко, да, и готовы подождать, то и хорошо учиться, тогда есть шанс потом перевестись на бюджет. Перевод на бюджет 2 раза в год проходит, поэтому тоже шансы хорошие. Так, есть вопрос, если я закончу факультет психологии, каким психологом я буду? Ну, мой ответ, надеюсь, что хорошим психологом, и все зависит от того профиля, который вы получили. Если у вас был профиль, как я уже говорила, экономика управления, вы больше будете направлены на работу с кадровыми какими-то службами, будете
в системе менеджмента решать какие-то вопросы. Если вы пойдете на медиацию, соответственно, вы будете работать с людьми, решать конфликтные ситуации. Возможно, семейное консультирование. Все зависит от той специализации, которую вы будете получать, и плюс еще в каком направлении саморазвиваться, потому что психология тоже такая специальность, где невозможно получать, наверное, знания только вот в одном каком-то ключе, только в образовательной программе. Обычно еще ходят и на тренинги, на курсы, то есть развиваются в этой профессии. Так, если заочное обучение? Да, есть заочное обучение, достаточно много бюджетных мест. Можете тоже по той табличке посмотреть, там указано, какие специальности реализуются на заочном форме обучения, а какие на очном. Так, если курсы флористики, такого у нас нет. Ну, может быть, были когда-то, но вот пока на этот год точно нет. Так. Где я смогу отработать целевое после обучения? Здесь все по вашему договору. То, что написали в договоре, кто у вас там указан работодателем, в эту организацию вы должны прийти. Если вдруг случилась такая ситуация, что ваш работодатель вдруг говорит, что та должность, на которую вас хотели взять, ее нет, он должен вам сделать дополнительное соглашение и предложить другую должности. Если он отказывается вас трудоустраивать, то он выплатит штраф в ваш адрес, то есть вам, по-моему, там 3 зарплаты он вам выплатит, и он заплатит штраф тоже, поэтому вы здесь в этом плане защищены. Так, в каком формате будет проходить творческий экзамен музыкальное исполнительство, можно чуть подробнее. Здесь посмотрите уже на сайте, есть программа вступительного испытания по музыкальному исполнительству, там прописаны все возможные варианты и что там будет на этом экзамене. Просто сейчас перед глазами я не взяла все программы, поэтому посмотрите, пожалуйста, сами на сайте. И в июне у нас будут консультации по каждому вступительному испытанию. Те преподаватели, которые его разрабатывали и будут принимать вас экзамены, все вам подробно тоже еще раз расскажут и разберут ошибки прошлых лет. Так, сколько бюджетных мест в группах? Вот здесь вот вы тоже можете ориентироваться на табличку. В группе обычно от 20 до 30 человек. Так. Можно ли поступить на бюджет или же сколько платить в год? Здесь смотрите, если вы не пройдете на бюджет, есть варианты коммерческого обучения. Стоимость будет установлена до 1 июля, тоже будут приказы. Сейчас вы можете ориентироваться на стоимость прошлых лет. В том году стоимость очной программы была от 110 тысяч, и самая дорогая была программа по дизайну 200 с лишним тысяч. И здесь, если будет подорожание, то обычно оно идет на процент инфляции, поэтому не так должно быть дорого. Поэтому ориентируйтесь пока на стоимость прошлого года. Так, платить, кстати, можно будет либо за год, можно за полугодие, можно по четвертям. Тут главное равномерно вносить денежные средства на ваш счет. Так, какие разнообразия специальностей у вас есть? Ну, здесь смотрите, у нас очень, конечно, ориентир в основном на социальную сферу. Мы готовим учителей, психологов, педагогов, психологов, социальных работников, но есть очень большой спектр инженерных специальностей. Мы готовим биологов, экологов, наноинженеров, есть переводчики, есть документоведы, библиотека, специалисты по библиотековедению, дизайнеры, тренеры. Здесь все зависит от ваших предпочтений. Посмотрите еще раз вот эту таблицу со специальностями. Здесь такой вам совет. Если вы хотите быть учителем, то шифр вашей специальности начинается с циферки 44. Вот, например, 44.03.01. Это учитель. Все остальные шифры, которые с другими цифрами, это значит не педагогические. Так. Так. Договор целевого обучения обязателен ли? Обучение только на бюджетной основе. На официальном сайте файл не скачивается. Какой проходной балл? Так, если вы целевик, конечно, договор о целевом обучении – это обязательный момент. Если вы поступаете просто по общему конкурсу, как обычный абитуриент, тогда, конечно, договор можно не приносить.
Обучение, почти все специальности у нас предусматривают коммерческое обучение, если вдруг вы не прошли по конкурсу. И на официальном сайте мы проверим файлы, если что, перевесим. Если какой-то вопрос есть, то обязательно звоните. И такая тоже еще просьба. Многие абитуриенты ищут информацию в интернете и с разных сайтов, которые не совсем профильные, да, пытаетесь, где старая информация висит, еще что-то. Пожалуйста, пользуйтесь только нашими официальными источниками. Если что-то непонятно, звоните, пишите, мы обязательно с вами свяжемся. Только, пожалуйста, не верьте тем источникам, которые у нас не указаны в официальных. Так, вопрос был: заключительный этап по русскому языку Акмолинской олимпиады будет ли проходить онлайн? Пока мы ориентируемся по заключительному этапу как очный формат, если нам позволит, ну, как обстановка с коронавирусом. Если все будет идти на ухудшение, то будет онлайн. Пока мы сейчас вот сказать не могу, ближе уже после новогодних праздников будет информация. Так, обязательно именно в свою школу возвращаться или по республике? Это было, видимо, по целевому обучению вопрос. Здесь еще раз уточняю, вы не сможете изменить сами того работодателя, который был прописан у вас в договоре. Либо заказчик может изменить вам договор, сделать доп. Соглашение и указать другого работодателя с вашего согласия и с согласия, конечно, предыдущего работодателя, если он не закрылся, не ликвидировался. А просто так выбрать самостоятельную школу вы не сможете. Так. Тут были еще вопросы по программам обмена, но здесь вот сейчас сложно сказать. Во-первых, все условия и как попасть в эти программы зависит от самой страны, зависит от того, какие требования они выдвигают к студентам. Это все будете уже смотреть, когда вы будете студентом на факультете, вам всю эту информацию будут доводить, и вы уже будете участвовать в конкурсе по обмену. Студенты ездят, у нас есть программы с Казахстаном даже по обмену, которые прямо на полгода выезжают и получают образование в другом университете. Есть программы и с Китаем, и с Турцией ездили, вот я говорила, там очень много стран, все зависит от того, на что направлена стажировка либо программы, кого они ищут, и интересна ли будет она вам. Так, ну, наверное, уже очень подробно мы разобрали почти все вопросы. Если еще остались какие-то вопросы, то пишите на наш официальный адрес электронной почты, либо звоните на наш телефон 287-9999, либо можете в группу ВКонтакте у нас есть, можете туда тоже писать, мы тоже там постараемся вам максимально быстро отвечать. Большое спасибо всем, кто принял участие. Большое спасибо тем базовым школам и учащимся психолого-педагогических классов, которые подключились, нашим колледжам-партнерам. Всех вас ждем 15 января на нашем следующем онлайн Дне открытых дверей, который будет более глобальный, где разберем уже самые нюансы поступления и разберем самые такие секреты, которые я вам расскажу, только вам расскажу. Большое спасибо за участие. До свидания, до встречи в Акмолинском университете.